Доброе утро, друзья. Светает на улице, я уже вижу букс. Завтрак. Мы позавтракали. Поспали. Отлично, сегодня было тепло, на улице метель, метет. Тепло, очень тепло, где-то градусов 5, наверное, не холоднее, да, по-любому, может даже теплее. Пьем чай, утренний чай, очень вкусно. Ночи короткие. Ночи короткие, даже не выспали, часиков до 2 вчера говорили, наверное. Поспали, получается, часа 4 только. Все прекрасно, все хорошо. Сейчас допиваем чай, одеваемся, идем на речку, встречаемся на реке. Доброе утро. Мы уже на реке, то есть мы на реке уже где-то около часу. Не доставал камеру до первой поклевки. И вот она, первая поклевка. Санька опять вырывается вперед. Ну-ка, покажи рыбку. Вот такой вот харюзишка. Все-таки клюнул. У меня пока тишина. Пробурили с десяток лунок. Попробуем. И будем пробиваться. На улице тепло. Вчерашние лунки даже не замерзли. Проталин все больше и больше появляется. Речка открывается на глазах, но мы попробуем пробиться. Потом спешню, аккуратненько. Ну а пока пробуем. Так, ладно. Пробуем. Буквально по 3 раза. Если он есть, он вроде бы хапает так. А если нету, то нету. Так. Ну, есть что-нибудь? Нет. Стоящее. Ну что, Сань? Не поминайте лихом. Если утону, передайте жене привет. О, ну что, пошли пробиваться. Пешня в руках. Выше мы уже здесь не ездили, потому что река открыта. Ладно, был бы заморозок, хоть бы замерзло, а то тепло. С каждым днем тает и тает. Вон открыто течет. Вон, видите, перекат течет. Здесь все открыто. Без пешни ни шагу. Вон открыто. Слева открыто. Вон опять же открыто. Справа открыто. Тут пока идем. Вчера я здесь тропинку протоптал. Тут вот тоже открыто уже. Вон, пробивается сразу. Ай, тут я пока еще шел. Был бы мороз, прихватило бы хоть. А мороза нет. Нет. А мороза нет. Вон, вчера это все я здесь почистил. Вон, видите, друзья, вон. Уже здесь открыто. Вон, полностью открыто. Вон. Полностью открыто. Сверху снег и все. А здесь немного еще держало вчера. Я здесь протоптал. Вот если сюда на буксе провалиться, и будет буль-буль. Буль-буль-оглы. Вчера это все прочищал. Там открыто. Тоже пробовал. Сучки упилил. Думал там проехать. Тоже никак. Здесь он тоже открыто все. Тут я сучки обрубил. Все повыкидывал. Отметил проталинку. Тут вроде еще держит. Но здесь, вон, друзья, здесь тоже, вон, видите, открыто. Здесь все открыто. Вон. Здесь все открыто. Вот если был бы мороз, это бы прихватило хоть немножко то, что я снег убрал. Лед бы был толще. Тут один снег только. А вся беда еще в том, что вон здесь открыто тоже. Потому что тут перекат одно, и снизу он бревно, оно получается как порог. И вот это бурлит и не дает замерзать.
Сверху бревно здесь было. Я вчера пильнул его. Вот выкинул. Оно, протыкается с одного раза, но потихонечку идем пока. Вон вчера здесь все я расчищал. Протыкается с одного раза. Можно, вообще даже не напрягаясь, протыкается. Оно стало еще хуже, чем вчера было, Сань. Вообще протыкается с полпинка. Я не знаю, рисковать, не рисковать, ехать, не ехать. Буксы тоже нелегкий. Провалится и все. Протыкается с одного раза. Вон. Игорь, стоит теплынь. Вот где снега не было, там еще немного держит. А где снег, там просто рыхлая корочка сверху, вон. И все. На улице тепло. Ну что, будем пробовать. Я вчера здесь немного прошел. Пешком идти по лесу тоже не айс. Все на себе тащить. Вон, протыкается с одного раза. Льда как такового нет. Перекат тут. Получается просто тонкая корочка под снегом. Просто тонкая корочка. А если букс провалится, ничего хорошего тоже не будет. Это будет большая проблема. Ну, если не ездить, так и будет открыто. А если проехать разик и снегопада... Ну, еще снег валит вот хреново. Так бы снега не было. Оно бы, конечно, замерзло. Даже вот мои следы подмерзли бы, если морозец был. Уже бы лед был здесь крепче. А так хреново. Гадя хреново. Приехали. Приехали. Вон. Открыто, открыто, открыто. Придется обходить по лесу, наверное. Этот перекат. Или что, или где. Но пока идем. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Вот если бы этого кустика не было, можно было возле берега обойти. Но этот кустик мешает. А за кустиком вон тоже открыто. Ну пока идем. Опа. Все. Глубоко хоть нет. По пояс где-то будет. По пояс, по пояс, по пояс. Ой, не дай бог провалиться, конечно. Ну, вроде пока идем. О, протыкается с первого раза. Глубина вот так вот. Глубина, глубина. Пока идем. Так вот, шаг за шагом.
мы идем. Ладно, пока выключусь. Ну что, Санек, поехали? Рискнем. Давай. Тропинку я протоптал. В том году также, только в том году... Там дорога была? Дорога была, да. А в этом году? В этом году будем пробиваться. Страшно! Но что делать? Кто не рискует рыбацкого напитка? С Богом! Так, везде открыто тут по бокам. Так, вот тут, где палки открыты. Вот тут открыто. Мама, главное, поверни нормально, поверни. Так, здесь надо быстрее. Так, одно опасное место проехали. Полет нормальный. На льду вода, тепло, не тает. Наоборот, сейчас на перекатах все промывает. Вернуться бы обратно. Главное сначала вон, тут слева тоже открыто уже все. Так, вот здесь второе опасное место. Так, пока едем. Нормально. Ну вроде бы здесь уже лед более-менее. По бокам, конечно, есть вон дырочки. Но это все ерунда. Два опасных места проехали. Здесь уже лед более-менее нормально. А так бы я пока не проверил пешой, я бы туда, конечно, не поперся. Весной тут я сделал лунку. Приехал через 2 дня, лунка из соточки превратилась в 5-соточку. Он просто вот такая здоровая стала, она подтаяла. Размывает вообще махом. Вау! Воды много на льду получается. Сейчас вся бусянка обледенеет по-любому. Вон оно, мое заветное местечко. Нравится оно мне. Как-то лет 5 назад притопал на лыжах сюда. Все свое барахло оставил. Получается километров 8, наверное, отсюда. Притопал. Сделал одну луночку, сделал вторую. Закинул одну удочку. Начал закидывать вторую удочку и понеслась. И буквально за минут 40 я черный пакет полиэтиленовый, там больше ведра, наверное, надергал. Клевало еще, а складывать было некуда. И я потопал обратно домой. Потому что складывать, клевало. А приехал через неделю, тут клёва не было, уже все было обурено. Вот оно, мое заветное местечко. Тут дно каменистое. Идет плавненький плес такой. Нормальный. Я думаю, здесь мы что-то половим. Ладненько, пока буримся. Потом будут поклевки, я включусь. Ну вот и первый хариус на новом месте. Хариусочек. Молоточек. Пробовал большой блесной на червя. Не хочет, а на маленькую мормышку клюнул. Видать, он аккуратненький. Зима все-таки, январь. 17 января. Сегодня. И почему-то на игру не хочет, а берет на стоячку. Вот она стояла, у меня он клюнул, получается. А играешь, он не хочет. Ладно, поставим еще. Сегодня тепло, лунки не замерзают. Короче, весь арсенал удочек, пожалуй, я выставлю. И будем ходить и проверять. Все вставные, все удочки, что есть, все поставлю. Я тут, понимаете ли, бурю, ловлю, а мне не ловится.
Смотрю, Санька руками машет. Вон, с одной лунки напластал 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук с одной лунки. Вот. Сковородочники как раз. Харюски такие. Не крупный такой, средний хариус. Оставил, нет мне хотя бы одного. А, Сань? Не знаю, не клевало больше. Больше не клевало. Получается, это что? Я думал, не клюет. Оказывается, его просто надо искать. Хорошо. Будем буриться тогда. Бурить лед не толстый. Значит, будем искать. Бурить и искать. Ладненько. Ну, а что не достал? Что? Что не достал? Что я не достал? Энергетик. Энергетик? 100 киловатт. Хрена себе, блин. Ну что, война войной. То есть рыбалка рыбалкой. Ой, вся камера во льду. Рыбалка рыбалкой, обед по расписанию. Время 1 час. Скоро будет темнеть. Мы решили вот немного перекусить. Улов наш составляет. Наш улов вот столько. 22 харюска. Очень много выпустили мелочи. Наверное, штук 30 точно, да? Повыкидывали обратно. Харюс мелковат. Ну а эти сковородочники, это уже нормально. Ну что, кушаем. Жареный хариус. Котлетки. Вот такие вот котлетки. Ну и, конечно, Чай. рыбацкий напиток. Приятного аппетита. Вкусняшка. Голимая черемуха. Хлеб сухой застрял в горле. Вкусно. Ну что, сейчас мы перекусим. Лунок набурили очень много, лед не толстый. Пройдемся по лункам. Побурим новые. Может, после обеда заклюет. Клюет так себе. Хотя, смотри, ты 8 штук выдернул, да, с одной лунки, получается? Значит, получается, его искать надо. Бурить, искать. Тучи рассеялись. Появились просветы. Может, подмораживать будет. Ладно, видно будет. Может быть. Короче, у нас обед. Блин, пока эта камера включится. Короче, после пообедали мы. Решил проверить, пройтись по лункам. И где-то вот на 1, 2, 3, 4, 5 на 6-й лунке, получается, он клюнул вот такой хрюзок. Такой хрюзишка. Это хорошо. Это подает надежду. Может быть, еще поклюет. Мы пообедали. И Харюс пообедал. Обедать начал. До этого я проходил здесь уже 2 раза. Была тишина. Поклевок здесь в этом месте не было. Сейчас вот клюнул. Повторение будет? Нет? Повторения нет. Ну и то хорошо. Клюнул довольно так бодренько.
Сразу тюк и все. Ну вот, опять не успел включиться. Была поклевка. И вот он, долгожданный, второй после обеда. Прошел где-то час. Иду по старым лункам. Вот такой вот харюзок. Можно сказать, уже хариус. Пузатый, с икрой, наверное. Вот такой вот красавец. Клюнул, родной, клюнул. Червя сегодня брать не хочет. На толстую леску вообще не берет. Мормышечка, опарыш и тонкая леска. Только так можно как-то обмануть его. Очень осторожный. Клюет как плотвичка, еле-еле. Тюк-тюк-тюк-тюк. Обычно вот такие вот хлоп сразу ударят и все. Этот еле-еле. Я его бац и подсек. Правильно. Время январь. Рано еще. Не пришло еще харюзовое время. Но тем не менее, потихоньку, нет-нет, да поклевывает. Потихонечку, потихонечку смотришь, так и соберем. Клев прекратился. Я решил вот поставить вот такую мушку типа осы. Видно, нет? Вот такая вот мушка. На отводной поводок. Нажала на крючок, нацепил маленького опарыша. А снизу вот такая вот тяжелая вольфрамовая вишневая мормышка. Попробуем еще по лункам пройтись. Если нет, то нет. Вода выступает вообще жесть. Очень много воды на льду. Очень много. Лунки будешь, она аж прямо оттуда фонтаном бьет. Начало уже смеркаться, темнеть. Осталось нам рыбачить максимум полчасика где-то, наверное, и все. Поймал 2 хариуза после обеда, хорошеньких таких. 2 сошло. И тишина. Санька куда-то утоптал. Подальше туда тоже поймал. Штук 5, наверное. Ни хрена не хочет. Ни мушки, ни мормышки. Все. Ну вот. Муха наконец-то сработала. Вот там снизу вольфрамовая, а сверху мушка была в виде осы. И вот уже темнеет. Я не знаю, будет, не будет видно. Вот такой вот очередной хариус клюнул именно на мушку. Вон. Это хорошо. Довольно-таки неплохой экземплярчик. Так. Начало подмораживать немножко. Лунки уже затягивает. Практически ничего не видно. Я не знаю, будет что, не будет видно. Но харюска мы все-таки поймали. Не зря до темноты я ждал. Все-таки муха сработала. Нормальный харюзок. 3 после обеда. После обеда 3 штуки хорошеньких выудил. Опа, 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 опа. Блин. Прокатил. Еще была поклевка. Еще была поклевочка. Но сошел. Самолеты разлетались. Все темнеет уже. Ничего не видно. Ладно, выключаемся.
Все, стемнело. Пора собираться домой. Пойдем покажем. Вот они. Вот они, наши хорюски. Надеюсь, видно. Вон какой хороший экземплярчик. Самый крупный. Или одинаковый, да, два получается? Три даже. Вон еще немножко. А, вон этот. Ага. Чуть меньше. Чуть, Я пойму. чуть меньше. Это вот сейчас вот А он вечером. просто усох. Это сейчас вот вечером. Нормально. Уже не пусто, да? Для января-то. Ну а теперь едем в избу. Надеюсь, никуда не будем проваливаться. Стараемся. Постараемся не провалиться, потому что целый день было тепло, а там льда местами нет. Ну все, встречаемся в избе. Ну, поехали. С Богом. Много уже подморозило, но этого все равно недостаточно. Там на опасных местах за целый день могу и промыть. Под снегом вода. Вот если сейчас мороз ударит, то это все, конечно, подмерзнет, но мороза нет. И ездить по такому льду, конечно, очень опасно. Но пешком ходить тоже тяжело. Так что вот так вот рискуем. Рискуем. Первый перекат. Справа открыто. Первый перекат. А вон еще открыто. Проехали. Еще один перекат остался. Перекат и завал. Из-за этих бревен, блин, никогда здесь толком не замерзает. Здесь надо очень аккуратно. Вон мои палочки, указатели справа открыты, слева открыто. Опа, 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 опа. О. Так, еще немножко. Ну, вроде проехали. Ну вот и подходит к концу еще один день. То есть он уже подошел. Мы уже, как видите, в избе. У нас ужин. Ну что, я считаю, для января сегодня порыбачили очень даже ничего. Да, Сань? Нормально. Нет, да поклевочки были. Поздно спохватились, что можно на отводной поводок мушку цеплять. Нацепили, и уже по темноте было две поклевки. Два хорюска я поймал. Вот. Ну ничего. Завтра еще на целый день. Сегодня еще за ужином мы порешаем, куда пойдем, вверх или вниз. Это будет видно. Ну а пока всем приятного аппетита. И дай Бог побольше таких счастливых дней. Выпьешь за это. Сегодняшний день в счет жизни не идет. День, проведенный на рыбалке, в счет жизни не идет. Выпьем за это. Чем чаще мы ходим на рыбалку, тем дольше живем. Как-то вот так. Всем приятного аппетита. У нас сегодня на ужин макарошки. С котлетами. С котлетами. Помидорчики. Не огурцы, а помидорчики. Незаменимый рыбацкий напиток. Есть, конечно, и сало, и колбаса, но это мы, Сало. это мы на речке едим, когда... Да. Перекус у нас будем. Ага. Хлеб вот надо еще. А там, достал, да, хлеб? Ага. Для того вкусный напиток. Голимая черемуха. Все, огурчики замерзшие. На улице немножко прохладнее стало, -5. А сегодня чуть ли снег не таял. Наверное, где-то около 0 было, да? Ну, -2 не холоднее было.
Лунки целый день сегодня не замерзали. Вообще. Только вечером начали Немножечко, да. прихватывать начало. А так целый день сегодня лунки нет. Рай для жерличников. Да. Даже не затягивал, бля. Капец. Сегодня у меня 2 штуки большие, что вот это сошло, наверное. Да, один большой. Ну ты говоришь, видел голову, да? Ну, я говорю, большой. А я за губу вытаскивал. Плохо зацепился. А сегодня нифой у меня как-то получилось такая губа вот так. Это мушки. Одного-два раза. Я не знал, что у тебя мушки есть. Ты не сказал, что у тебя мушки есть? Ты спроси, что у меня нету. Что, а чего у тебя нету? Ничего нету. Денег нету. Чего ж нету? Для вас, сэр, ничего нету. Это ты уронил, да? Ты уже поужинал? Сегодня вышли на улицу. Весь прикол в том, что вот эта избушка, вот столбик раз, столбик два, столбик три. 3 столбика по краям. И все. Доски даже не внахлёст получается, а вот такие щели. И вот эти щели вот заколочены вот этой картонкой. ДСП, и тут просто картон. Просто картонные стены. А мы хотим еще, чтобы здесь жара была. Короче, бумажная избушка, во. Бумажная землянка. Но ничего. Если ветра нет, вообще хорошо. Не продувает. А дырки вяжет, видно свет туда, на улицу. Не под елкой же спать. Да. Как некоторые желают. Под елкой это бы, наверное, так не сидели раздетые. Ладно, выключай, давай ужинать. Ну все, А то до завтра. неприятно им смотреть, как мы сидим тут, уплетаем.